Две напряженные и вместе с тем одухотворенные недели для ингушских паломников скоро завершатся. Из Медины в Мекку прибыла последняя группа будущих хаджи. Выполнение предписанных обрядов, помимо полной отрешенности от всего мирского, требует и определенной выносливости. И здесь поистине силы всем дает Всевышний. Тамерлан Хамхоев о безграничных возможностях. Ибрагим Плиев – человек, с которого можно брать пример любому. Несмотря на свой недуг, Ибрагим не может видеть, он в числе прочих приехал совершить хадж и заслужить этим милость Всевышнего Аллаха. Очередная группа ингушских паломников приехала сегодня в Мекку. Всего в нескольких километрах от них находится священная Кааба. Кто сразу после приезда, а кто после небольшого отдыха. Но так или иначе, каждый посетит главную святыню ислама и мусульман. Кач Абдалхас, там Адат, Осам Хази, Осам Паргати, Селил Гят Мохтажерса, Могжиот Шерса Бадреш, Цагадиза Осагат Васа. Но да Лилвеш Хамос, да это Боб Озва, Шимова Бусупсага. В числе паломников сегодня и Тамерлан Беков. Прикованный к инвалидному креслу, он тем не менее нашел в себе силы для этого непростого путешествия. Силе воли Тамерлана можно только позавидовать, ведь совершать таваф и саи физически очень непросто. Поэтому можно с уверенностью сказать, Тамерлан Беков – человек с неограниченными возможностями здоровья. Нашим паломникам по приезду в Мекку очень важно помнить, что за резкую смену климата организм их точно не поблагодарит. Поэтому нужно беречь себя, свои силы и здоровье, не находясь подолгу под кондиционерами и не употребляя слишком холодную воду. На случай болезней в составе каждой группы есть врач. Несмотря на то, что с нами приехало несколько особенных людей, они, в принципе, довольны оказанной полной медицинской помощью. В принципе, все нравится. Никакие трудности будущих хаджи испугать, разумеется, не смогут, и по приезду домой у них останутся только приятные впечатления от этой, без сомнения, незабываемой поездки. Тамерлан Хамхоев, Иса Хазботов, Новости 24.